Я могу сказать, вообще, какой кошмар, что мы это сейчас на полном серьезе обсуждаем. Ну, нам По приходится той это делать. причине, по той причине, что вот господин Навальный, он как самый настоящий очень дорогой агент, Мгм. он уводит от самого главного. Никто не обсуждает, что опять продлили срок Марку Гальперину. Никто не обсуждает, какие репрессии готовятся в России и уже идут. Все обсуждают, так дозвонился он до этого Кудрявцева, что там с трусами? Что там с трусами? Вот что обсуждают. Это чудовищно. Ну, слушай, понятно, Когда Марк Саш. вот сейчас сказал, что будет еще третья серия, я не сомневаюсь, что будет и четвертая. Эта музыка будет вечной, потому что там задача, там целеполагание другое. Алексей Анатольевич очень долго был лидером оппозиции внутри России. В результате его кипучей деятельности мы наблюдаем, что оппозиции в России не осталось. Вот такой вождь. Ну, не осталось. Но сегодня вышел с синими трусами Виталий Манский, режиссер. Один человек вышел в здание ФСБ, но я так понимаю, что Виталий вышел в том числе, я прошу прощения, но он кинематографист, в том числе для того, чтобы это будет кадром его следующего фильма. Да? Но здесь массовых протестов ни в момент покушения, ни в момент комы, ни в момент чего мы не наблюдали. Но это моя такая фактическая ремарка. Оппозиция, Да. что мы имеем? Давайте говорить о главном. Оппозиция в России мертва, ее нет. Она растоптана в пыль. Над этой пылью витает весь в золотых доспехах великий Алексей Анатольевич. Безальтернативное лицо оппозиции. Все, безальтернативное, единое. Но это факт, теперь... с этим невозможно спорить. Да, ну, как бы да, но для Запада тем более сейчас. Вот он, жертва покушения. Сейчас он нужен на Западе. Что нужно сделать для того, чтобы на Западе ему поверили? Правильно. Его нужно внедрить. Как его внедрить? Через отравление. И вот он уже на Западе. И вот он уже выступает перед Европарламентом о том, что ни в коем случае нельзя против России вводить санкции. Ни в коем случае. Вот против Алишера Усманова, пожалуйста, вводите, хоть обводитесь. А вот против России не надо. Не надо. Хорошо, что Европарламент его не послушал. Потому что господин Навальный сейчас будет говорить о том, что ни в коем случае не вводите санкции против Лукойла, против Норникеля. Нельзя. И тут же ему вторит господин Дерипаска, что любой человек, давайте примем, говорит, закон, что любой человек, который топит за санкции, за введение санкций, будет теперь вне закона. Что он будет рассматриваться теперь российской Фемидой, спецфемидой, как изменник родине. Что это значит, кстати? А что это, кстати, значит? Что Дерипаски подгорает, он боится, что со сменой президента в США он может серьезно попасть под этот санкционный каток? Такой уточняющий вопрос. Да у них у всех там подгорает. У них подгорело от того, что Байден может просто отключить Россию от SWIFT. У них там все подгорает. Им нужно срочно внедрять своего спецагента. Вот и все. Меня можно сколько угодно обвинять в конспирологии. Я руководствуюсь тем, что вижу. Саш, но я тебя обвинять не буду в конспирологии, тем более, что такая логика есть и в моих рассуждениях тоже. Сейчас я к Марку перейду, спрошу его, мне это очень интересно. Но я просто хочу объяснить свою логику. На мой взгляд... Я прошу прощения, да? У меня еще 3 минуты буквально, потому что у меня Ой, еще... Саш, нет, тогда ты договори уже все, что ты хотел сказать, а мы с Марком продолжим уже потом вдвоем. Я знаю, что у тебя время истекает свободно. Да. Большое спасибо, дорогой Айдер. Я хотел вот просто в заключение сказать, что господин Навальный отвлекает от самого главного. Это, конечно, будет увлекательное шоу. Оно будет длиться еще несколько месяцев. Мы это увидим. Люди будут живо обсуждать, но это все будет не о главном. Это будет все не о том, что будет на самом деле происходить в России. Вы это все увидите. И еще хочу сказать одну такую вещь. Господин Навальный, с моей точки зрения, он не совсем политик, он гибридный политик. Это человек, который успел побыть националистом, который успел побывать в Яблоке, откуда его погнали с позором, надо сказать. Это человек, который не имеет таких четких убеждений и системных взглядов. Это человек, безусловно, про деньги и, безусловно, про власть. Человек, но если сравнивать его там с политиками, у которых есть действительно взгляды какие-то,
я не буду сейчас Бориса Ефимовича, но, допустим, тот же самый Касьянов. Его просто не сравнить с Касьяновым. Хотя я иногда того же самого Касьянова и называл, что это типичный чиновник Госплана и так далее. Но его же вообще в Украине никто не знает, Саша. Это сейчас, просто, не важно. Уже не важно. Да. Хорошо, я не буду никаких приводить примеров. Для меня этот человек не политик. Этот человек, который просто очень хочет кусок власти. И чем больше этот кусок власти, тем лучше. Когда-то 21 год назад огромное количество друзей со мной рассорилось из-за Владимира Путина. Они очень хотели видеть его президентом. Я говорил, что этого спецчеловека нельзя допускать до власти. И меня, как это сейчас, можно сказать, забанили, да, раздружились со мной в жизни. Огромное количество людей. Сегодня меня банят из-за Навального. История повторяется. Потом эти люди, наверное, будут просить у меня прощения. Хотя не обязательно. Людям ведь очень удобно говорить, что они ничего не помнят. И у них память, как у золотой рыбки.